На этот раз Рубате мерз подарит вам, Рамзан. Я так сильно хотел бы, чтобы он подарил вам. Ой-ой-ой-ой-ой. Когда твои прадеды не имели даже ослиный хвост, Рубати уже каталась на Мерседесах, поэтому для меня не важен Мерседес. У меня самая лучшая машина, которую он мне подарил. А, кстати, для моей же безопасности машина управляет сама. Да, оберегает меня от аварийных ситуаций. Рамзан знал, что дарить. Хотя это подарок не Рамзана, а подарок фонда. И не надо приписывать это другим. Так что это подарок от фонда, от нашей самой лучшей матери Чечни, Аману. Так что я очень рада этому подарку. Очень рада. Мне весь мир они подарили. Рубати настолько издевались над нами, когда не был Кадыров Ахмад, сила, шеф-чемпион. Да, и Багдухон, это правда. Если вы видели бы, как нас, как убивали, как пытали наших молодых парней, девушек, это был ужас. Это был ад, действительно. Если вы видели бы лужи крови в каждом вот этих пыточных, я говорю даже о Знаменском, в этом Белом доме, где меня тоже задерживали. Это ужас, что творилось там. И когда пришел к власти уже отец Рамзана Кадырова, Далазут Обалдольцин, все были выпущены. Но за это время очень много успели убить. Абсолютно безвинных людей, интеллигенцию нашу. Валлай бахмадуй. Рубати, почему так раньше не говорила? Я, во-первых, никогда не говорила ни о ком, потому что я занималась только правозащитной деятельностью. Я помогала чеченцам, которые приезжают. И, конечно, когда я получала информацию, что где-то как-то силовики там нарушают права людей, я, конечно, выходила на протесты, я делала митинги. Кстати, и у меня на это было основание. Но когда я поняла, что чем играются другие, и что они все лицемеры, и когда я открыла глаза на правду, я просто решила для себя, я должна вернуться домой. Вот и все. Тем более Рамзан Кадыров мне позволил это сделать. И я ему очень благодарна. Вот. Так что не думайте, что там говорят, что Рамзан, там пишут, что я какая-то удача для Рамзана, что я чуть ли своим возвращением помогла Рамзану. Слушайте, вы просто самим не смешно вам это все, Адел Дашал. Мое возвращение, да, мне это очень, для меня это очень хорошо. Я как-то оказалась среди своих родных, своих близких. Рамзан меня встретил как героиню, как чеченскую женщину, которая страдала очень много в этой жизни. Он протянул мне руку помощи. Какую помощь я могу Рамзану оказать? Скажите, пожалуйста. Рамзан всем помогает, не то что Чеченской Республике, а всем нуждающимся по всему миру он помогает. Какой плюс ему от меня? Подумайте, какой плюс? Самим не смешно? Алейкум салам. Просто не... На этот раз Рубати мерз подарит вам, Рамзан. Я так сильно хотел бы, чтобы он подарил вам. Ой-ой-ой-ой-ой. Когда твои прадеды не имели даже ослиный хвост, Рубати уже каталась на Мерседесах, поэтому для меня не важен Мерседес. У меня самая лучшая машина, которую он мне подарил. А, кстати, для моей же безопасности машина управляет сама. Да, оберегает меня от аварийных ситуаций. Рамзан знал, что дарить. Хотя это подарок не Рамзана, а подарок фонда. И не надо приписывать
это другим. Так что это подарок от фонда, от нашей самой лучшей матери Чечни, Аману. Так что я очень рада этому подарку, очень рада. Мне весь мир они подарили. Рубати настолько издевались над нами, когда не был Кадыров Ахмад, сила, шеф-чемпион. Да, и Балдухон, это правда. Если вы видели бы, как нас, как убивали, как пытали наших молодых парней, девушек, это был ужас. Это был ад, действительно. Если вы видели бы лужи крови в каждом вот этих пыточных, я говорю даже о Знаменском, в этом Белом доме, где меня тоже задерживали. Это ужас, что творилось там. И когда пришел к власти уже отец Рамзана Кадырова, Азат Обалдольцин, все были выпущены. Но за это время очень много успели убить. Абсолютно безвинных людей, интеллигенцию нашу. Валлай бахмадуй. Рубати, почему так раньше не говорила? Я, во-первых, никогда не говорила ни о ком, потому что я занималась только правозащитной деятельностью. Я помогала чеченцам, которые приезжают. И, конечно, когда я получала информацию, что где-то как-то силовики там нарушают права людей, я, конечно, выходила на протесты, я делала митинги. Кстати, и у меня на это было основание. Но когда я поняла, что чем играются другие, и что они все лицемеры, и когда я открыла глаза на правду, я просто решила для себя, я должна вернуться домой. Вот и все. Тем более Рамзан Кадыров мне позволил это сделать. И я ему очень благодарна. Вот. Так что не думайте, что там говорят, что Рамзан, там пишут, что я какая-то удача для Рамзана, что я чуть ли своим возвращением помогла Рамзану. Слушайте, вы просто самим не смешно вам это все, Адел Дашар. Мое возвращение, да, мне это очень, для меня это очень хорошо. Я как-то оказалась среди своих родных, своих близких. Рамзан меня встретил как героиню, как чеченскую женщину, которая страдала очень много в этой жизни. Он протянул мне руку.